Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Сегодня вы смотрите 364-й выпуск нашей программы, который посвящен нашему любимому городу Якутску, потому что у него большой праздник. Давайте все его поздравим. Похлопаем. Я хочу узнать, какие у вас любимые места в нашем любимом городе. Мое любимое место – это набережная. Набережная города Якутска. Я, правда, люблю ее больше всего, потому что, по моему мнению, это столкновение урбанизации и природы. Просто смотришь в разные стороны, как будто в разных местах. Мое любимое место, как ни странно, за Якутском. Это лес Якутска. Знаете, где центр города у нас? Где? Орджоникидзе. А где именно? Вообще прям Сердце. сердце центра города у нас. Знаете где? За нашей спиной стоит дом связи. И вот рядом с домом связи есть такой люк. Я твой отец. Да-да-да. И там нулевой километр. Прям встаешь и прям в самом центре города Якутска, потому что центр города вообще в любом из городов считается от почты. В скором будущем наш центр города, в частности площадь Ленина, изменится. Уже предложено 5 эскизов, 5 вариантов, как... Татуировки Ленина. 5 эскизов татуировки Ленина. Нет, Как будет выглядеть Ленин? вот именно будет... Нет! Уже предложено на суд зрителям Встать, суд идет. Так, зрители где? 5 эскизов будущего проекта по реконструкции площади Ленина. Что реконструировали? Что, сломалось, что ли? Нет, нам хотят сделать обалденно красивые фонтаны, сделать красивые террасы. То есть летом это будет очень красиво. В общем, дорогой город Якутск, мы поздравляем тебя еще с одним днем рождения. Расти большой, расширяйся и становись все краше и лучше. И не мусорить. Так как мы живем в прекрасном городе, Почему бы его не сфоткать? почему бы его не сфоткать? Поэтому к нам недавно приехал некий Дмитрий Куликов. Дмитрий Куликов – это человек, который ведет свой инстаграм-блог. Кстати, у меня тоже есть инстаграм-блог. Я решил Подписываемся. воспользоваться. Или отписываемся. Вот давайте, друзья, сейчас сделаем и Давайте. зальем в мой инстаграм. Раньше, чтобы получилась фотография, О, лайк. чтобы получилась фотография, человек должен прийти на место. Он долго выбирал какое-то определенное место, потом ставил фотоаппарат, фотографировал. Все это как-то медленно проявлял, и получалась фотография. А сейчас миллион просто вот так вот. И Это как бы... просто пережитки Это прошлого. не пережитки прошлого, просто искусство фотографии. Это отдельные Так, люди не надо. занимаются этим. Сейчас, Да. сейчас целая индустрия посвящена фото. Индустрия ног. Фотографии путешествия – вещи совершенно неразделимые в наше время. Контакты, твиттеры, инстаграм, фейсбук – все спешат поделиться новостью. Но типичные снимки заполонили интернет. И чтобы не быть одним из, мы отправляемся на мастер-класс к Дмитрию Куликову, тревел-фотографу. Мастер-класс рассчитан на любителей и тех, кто хочет научиться делать интересные и красивые снимки в повседневной жизни и во время путешествий. Сам Дмитрий Куликов увлекся фотосъемкой именно во время своего первого путешествия. До 1,5 недели назад я снимал на смартфон и системную камеру на Nex 6, то есть это любительская камера. Смартфоном я снимаю, когда что-то происходит в пределах 20-30 метров от меня и когда достаточно хорошая освещенность. Часто мои фотографии я беру журналы, соответственно, мне пришлось купить камеру серьезнее для того, чтобы на фотопечать выводить фотографии метр на метр. Самое главное в создании классных снимков, отметил Дмитрий, это просто начать. Ну и, конечно, читать, смотреть, как снимают профессиональные фотографы или просто любители, которые имеют интересный взгляд на жизнь, и самому постараться понять, на чем строится снимок. Даже самые обычные места преображаются на рассвете и закате. Архитектура всегда очень интересна. Я стараюсь снимать не фронтально, отходя немного в бок, чтобы получить больший объем. Тени максимально подчеркивали, они поглощали красоты, поэтому приходится постоянно обращать внимание на солнце. А можете поделиться секретами, какими редакторами пользуетесь? Стандартным, то есть я веду фотоблог в Инстаграм, и те приложения, которые там находятся, регулировка
освещения, яркости, резкости, насыщенности, только ими. Но когда я работаю с журналом и им нужны полнокадровые фотографии, соответственно, я пользуюсь Lightroom, это версия фотошопа. Советы эксперта мы получили, на занятиях потренировались, теперь пора путешествовать. Возможности уехать далеко у нас нет, поэтому будем изучать наш любимый город Якутск. Еще в конце 19 века наш город выглядел совсем по-другому, и улицы тоже имели другие названия. Первым делом мы вышли на проспект Ленина, который раньше назывался Большой улицей. Как главная улица города, она была самой большой и обустроенной, поэтому за ней закрепилось это название – Большая улица. На мастер-классе нам сказали обратить внимание на погоду. Сегодня солнечно, а значит тени резкие. Они помогут передать нам фактуру зданий. А теперь мы идем на Полицейскую улицу. Сейчас это улица Ярославского. Не забываем фотографировать. Если вспомнить мастер-класс, отмечали также геометрию в квадрате, третий и перспективу. Горизонт не заваливаем, пробуем сделать снимок. Пойдем дальше, в старый город. Здесь улица, конечно, есть, но той, которая нужна, уже нет. Ее застроили. Эта улица малобазарная. Начиналась она от торгово-выставочного центра и доходила до летней пристани. Мне кажется, старый город требует съемки макро. Хочется передать осеннее настроение Якутска. Последний этап – это обработка фотографий с помощью инструментов приложения Instagram. Следующий сюжет посвящен безумно интересной личности. Она спортсменка. Майкл Джексон? Нет, она спортсменка, она активистка. В этом человеке собрано очень много хороших качеств, и зовут ее Виолетта Иванова. Эта девушка начинает свой рабочий день в 9 часов утра. Да. Это надо утром проснуться, наверное, надо вести здоровый образ жизни. Во сколько ты утром просыпаешься на работу, Слава? Я нигде не работаю. Моя девушка просыпается в 6 утра, чтобы все успеть. Накрутить голову, накрасить ресницы. Она вот так стоит, душ принять. Я ей говорю, ты когда у меня появишься? Топ-100 самых красивых – это третья ежегодная церемония, где можно встретить известных, успешных и стильных людей столицы. Модели и дизайнеры, фотографы и телеведущие, стилисты и визажисты. Среди гостей церемонии была и героиня нашего сюжета – модель и спортсменка Виолетта Иванова. Готовилась я к этому мероприятию очень тщательно. Заранее заказала платье, сама придумала фасон, цвет, а прическу и косметику мне делал тоже стилист. Ну, это тоже все по предзаказу заранее, потому что обычно на таких мероприятиях всех расхватывают, и поэтому нужно делать все сразу. Виолетта украшает обложки популярных журналов города. В качестве фотомодели она принимала участие во многих рекламных акциях и съемках. Частые фотосессии утомляют Виолетту, но она полностью отдается этой работе, а к критике относится легко. Когда обо мне упоминают в интернете, на форумах, я стараюсь на это не обращать внимания и всем тоже советую нашим красивым девушкам на это не обращать внимания. Виолетта, она для меня очень близкий человек. И мы с ней знакомы не так давно, но она для меня сделала очень много. Я ей помогаю. Я приехала ее поддержать, потому что у нее сейчас открылся свой клуб. И Виолетта сама по себе девочка
очень открытая, она очень милая. Ну, мне нравится с ней общаться. Художественной гимнастикой Виолетта занимается с 6 лет. В составе российской сборной завоевала первое место на чемпионате регионов Тихого океана. Выиграла более чем в 6 международных турнирах в Болгарии, Турции, Финляндии, Румынии и России. Виолетта долгое время жила и училась в Москве в Центре олимпийской подготовки под руководством известнейшего тренера Ирины Винер-Усмановой. И вот сбылась детская мечта Виолетты. Она стала тренером и открыла собственную школу художественной гимнастики. Художественная гимнастика – это такой вид спорта, где нужно слушать музыку, нужно красиво танцевать, нужна растяжка, нужна гибкость, нужна пластика и физическая сила. Здесь собраны самые главные качества для девочки. Это пластика, слух, красота, гибкость, растяжка, предмет. И при этом еще нужно улыбаться, то есть уметь преподносить себя. И, конечно же, внешний вид очень важен. Я сама по себе очень требовательная и могу быть очень строгой, могу быть очень доброй, но самое главное, нужно соблюдать меру. А если детей не любить, то дети не будут с вами, они не будут слушаться и не будут хотеть заниматься этим видом спорта. Какой рацион питания должен быть у спортсмена? Полноценный завтрак, полноценный обед и полноценный ужин. Ну и, конечно, перекусы тоже должны быть. Я своим девочкам не разрешаю есть сладкое, булочки, пирожные, тортики. Только один раз в месяц можно что-нибудь съесть. В чем заключается здоровый образ жизни? Занятия спортом, правильное питание и хороший сон. Я бы хотела пожелать зрителям побольше улыбаться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и любить себя. В общем, друзья, пропеллер 364 подошел к концу. Не забывайте подписываться на нашу страничку ВКонтактах Проб ТВ. И, кстати, скоро у нас кастинг, и нам нужны новые корреспонденты, новые коллеги. Всех ждем, все приходите. Прям вообще ждем. Приходите в пропеллер, а мы придем в ваши телевизоры на следующей неделе. Всем пока! Let's kick it.